Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – романс. Романс – это вокальное произведение, написанное на небольшое стихотворение лирического содержания, предназначенное для сольного исполнения в сопровождении гитары или фортепиано. Как и песня, романс относится к жанрам вокальной миниатюры, однако его отличает более изысканный поэтический и музыкальный образ. Кроме того, романс – это обязательно сольное произведение с инструментальным сопровождением. Песня же может исполняться и хором, и без аккомпанемента. Романс возник в начале XIX века. В нем отражаются личные интересы человека с его радостями и страданиями, его внутренним миром, полным разнообразных чувств. Для композиторов романс стал тем жанром, в котором они могли выразить новые образы, картины, настроения. В романсе зазвучали песни птиц и биение человеческого сердца, плеск воды и шелест дубрав. Эти образы составляют важную часть вокальной музыки русских композиторов – Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова. Огромное влияние на развитие романса оказала русская поэзия. Воспетые ею русские просторы, картины природы, времена года, любовь с ее радостями и страданиями – все звучит в романсе, все оказывается близким исканием музыкантов. Но точно так же мы можем сказать, что эти темы пронизывают все искусство. Разве в живописи не находим мы те же образы? Гремит колокольчик, мчится тройка, разливаются весенние воды, зацветает сирень. Каждый из этих образов по-своему отражен во всем русском искусстве. Внимание и любовь к окружающему миру – эта идея стала одной из главных в русском музыкальном искусстве. Послушайте и попробуйте напеть начальные фразы романса Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок». Сколько в нем проникновенной сердечности, сколько нежной грусти и задушевной теплоты. Между небом и землей песня раздается, неисходной струей, громче, громче льется. Не видать певца полей, где поет так громко, над подруженькой своей жаворонок звонкий. Ветер песенку несет, а кому не знает, та, кому она поймет, от кого узнает. Лейся, песенка моя, песнь надежды сладкой, кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой. Ранняя весна, ласковое дыхание земли, поток переливчатых звуков. Все как будто создает радостное и приподнятое настроение, неповторимое ощущение наступающей весны. Но все же задумайтесь, нет ли в этой радости легкого оттенка печали? Может быть, от того, что еще обнажены земля и деревья, что порой налетает холодный ветер. А может быть и возникающего из-за чего-то, что трудно объяснить словами. Не это ли состояние мечтательной грусти гениально передал Михаил Иванович Глинка своей мелодии? Обратите внимание на фортепианное сопровождение. В нем есть то, что отсутствует в партии голоса. Звонкие трели жаворонка, парящего высоко над землей.